Здравствуйте, в эфире программа «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Этот день надо помнить, как вообще желательно помнить историю, чтобы извлекать из нее уроки. Главный государственный праздник Татарстана. Почему важно помнить его историческое значение? Орден получают генеральный директор публичного акционерного общества «Татнефть» Наиль Ульфатович Маганов. Как награда нашла своего героя, коллектив «Татнефти». В Альметьевске красочно отметили профессиональный праздник. Сказали, что я незаконно проникла на территорию учебного учреждения. Почему Раифское спецучилище стало неприступной крепостью для журналистов? И что нам с этим делать? Наверное, вы тоже почувствовали, в этом году День Республики мы отмечали с особым размахом. Сделаем акцент. Прежде всего, День Республики, а не День города, как это было раньше. Это подчеркнул и наш президент Рустам Минниханов в своем обращении к народу. В нем сказано: День Республики – главный государственный праздник Татарстана. Тут важны главный и государственный. И в этой фразе каждое слово на вес золота. Жители Татарстана праздновали день рождения своей государственности со всеми ее атрибутами: суверенитетом, полномочиями, экономикой, государственными языками, отношениями с федеральным центром, статусом президента, значением Татарстана для России как федеративного государства. Общим местом этого дня стали, конечно, очередные стенания недальновидных политиков и злорадные тявканье анонимных блогеров на криптоканалах на тему, что суверенитета больше нет, что он ничего не дал народу, что мы предали завоевание 90-х и так далее и тому подобное. У меня такое ощущение, что большая часть этих одноклеточных политиков способна мерить суверенитет только палками колбасы в своем холодильнике. Как известная мартышка из мультфильма, которая мерила удава попугаями. Суверенитет – это гораздо более сложное понятие в современной политике и особенно в России. В федеративном государстве субъекты федерации могут иметь ограниченный суверенитет благодаря разграничению сфер, в которых соответствующие органы власти обладают исключительными полномочиями на принятие решений. Значит, и федеральный центр ограничен в своем суверенитете. Проще говоря, он не может в определенных вопросах приказывать республике, как ей поступать, когда сеять, а когда петь и плясать. Если хотите, полный государственный суверенитет Российской Федерации образуется из ограниченных суверенитетов федерального центра и республик. И это не я придумал, это записано в Российской Конституции. В статье 5, пункте 2 все республики названы государствами. Априори любое государство обладает суверенитетом. А в пункте 3 той же статьи сказано: федеративное устройство Российской Федерации основано в том числе на разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. Все сказано предельно ясно. Поэтому очень важно точно знать, где границы этих полномочий, каково их содержание. Часть этих вопросов, безусловно, снимаются федеральными законами, но очень противоречивы. Снять эти противоречия может договор о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой. И на примере Татарстана мы предлагали: давайте заново разграничим, вам же легче будет. Мы берем полномочия, но мы берем и ответственность. Не услышали пока. Да и, честно говоря, некому там сегодня заниматься федеративным устройством России. Руки не доходят. Все заняты ручным управлением. Текучка заедает. Замкнутый круг. Вырваться невозможно. А вопросов и обращений с регионов все больше. И даже президент России вынужден лично заниматься выплатой зарплаты нижнетагильским рабочим. Мы, конечно, гордимся своим суверенитетом. Мы отстаиваем свой суверенитет. Не потому, что нам так нравится или мы хотим чего-то незаконного. Во-первых, мы отстаиваем свое конституционное право. А во-вторых, ограниченный договором, четко прописанный суверенитет республик – это, повторюсь, единственный способ эффективного существования федеративного государства. На этом пока остановлюсь, но тему продолжим. А пока давайте посмотрим, как республика отмечала свой главный государственный праздник. День города и День республики, несомненно, это, наверное, самый масштабный, самый грандиозный по своему размаху праздник. Но главная его цель заключается в том, что в эпоху вот этого размывания
поддержания культурных традиций очень важно сохранить это чувство национального самосознания, сплотить людей на основе общих культурных традиций. Вот для этого и нужны эти городские праздники, на которых можно не просто повеселиться, но и почувствовать это единение с родным городом и с родными людьми. Именно вот на таких фольклорных фестивалях проходит настоящий культурный ликбез. Кто бы мог подумать, что древним чувашским музыкальным инструментом является не что иное, как барабан. Даже само слово «барабан», как оказалось, тюркского происхождения. Во время ритуальных танцев, религиозных обрядов и военных шествий барабан у чувашей был просто незаменимым атрибутом. Обязательно, без этого не бывало никогда. А что означает именно? Он для чего нужен? Для темпа, для ритма. Да, для ритма. И духов прогонять. Да, это не нужно, нечистую силу. Фестиваль народного творчества «Играй гармонь» – это не просто красочное представление. Хотя доля истины в этом тоже есть. Это своеобразное показательное выступление тех, для кого народная музыка в жизни имеет особое значение. Вы скажете, ну, играет на гармошке, и что с того? Испокон веков именно гармонь передавалась от отца сыну. И растягивал меха гармошки народ и в горе, и в радости. Элек татар авылында бер авылга 10-15 гармончы була торган. Менә шушының бер мисалы, шушының бер чагылышы булып, бүген Казан каласында уйнагыз гармоннар бар. Бу гармончыларны гына карагыз сез. Ички бул букет, чәчәк, аларның һәрберсе үзенә күрә без татар халкының бер инҗе бертәге. От звуков моих вдохновенных песен весь край расцветет, как весенний сад, когда-то написал Хади Такташ. В Казанском сквере возле Закабанной мечети теперь стоит памятник великому татарскому поэту. Его стихи когда-то стали символом борьбы за свободу и счастье людей. Татарский Маяковский, так называли в народе Такташа. У него есть и лирические стихи, которые мы подобрали сюда, но были и такие, как резкие, я бы сказала так. Вот. Ну, человек своего времени. Несомненно, что самое искреннее признание людей – это память. Но не каждый талантливый, неординарный человек, личность может еще при жизни заслужить похвалу и одобрение. Почетный гражданин Казани – это звание, которое дает людям за выдающийся вклад в развитие и процветание города. В день рождения Казани прошло награждение всех тех, кто своим трудом заслужил уважение и почтение. В их числе известная актриса театра и кино Чулпан Хаматова, которая родилась и выросла в Казани. И уже со сцены признавалась в любви к родному городу. Если идти вперед, если верить, если надеяться, если знать, что у тебя есть дом, что у тебя есть то место детства, та родина, которую я ощущаю, это, конечно же, моя Казань. Но гости, как правило, приезжают и уезжают, а люди здесь проживают свою жизнь. И важно, чтобы эта жизнь была такой, чтобы не было за себя обидно. А это еще одна стратегическая цель, которую также озвучил мэр. Сделать Казань ведущим российским центром научно-образовательной, инновационной и финансовой деятельности. И самое главное, вывести на новый уровень качества жизни казанцев. Ты ветеран, может, стал? В микрорайоне Танкодром Казани проживает по меньшей мере 4000 человек. Ко дню города жители домов в округе получили благоустроенную территорию с новой детской площадкой, тренажерами и футбольным полем. Красоту очень быстро создали. Буквально за пару месяцев очень быстро так сделали. Даже мы сами не ожидали, что так будет красиво, что так народ придет сюда, такой праздник будет. Казань очень даже поменялась, город стал чище, краше, много новых объектов, очень современный, очень красивый город. Очень красивый стал, преобразилась, очень много сделано для детей, разнообразные конкурсы, мероприятия. В Казани уже не первый год успешно работают программы по благоустройству дворовых территорий, парков и скверов. Только за последние 4 года в Казани обновлено 34 места отдыха, 139 парков и скверов. А это уже восстановленные фасады в историческом центре. В день города завершился фестиваль «Том Сойер Фест», в котором приняли участие 147 волонтеров.
Отремонтированные дома теперь будут придавать городу особый стиль и шарм. Я вот встречаюсь с гостями, они рассказывают про вот эти дома. Ведь мы должны сохранить облик той старой Казани, которая исторически сложилась. Казань встречала гостей и жителей города яркими и красочными площадками. Фестиваль оперы и классической музыки «Казанская осень», грандиозное автомотошоу на площади Тысячелетия и праздничные скачки за главный приз президента Республики Татарстан. В этот день жители Казани принимали подарки, и каждый из них смог так непринужденно и прилюдно объясниться в любви. Любовь – это и такой вот арт-объект, который открыли в День Республики и в День города в Казани. Памятник любви в прямом смысле этого слова. На открытие нового места для отдыха в парке Горького под таким романтичным названием «Любовь Мехабет» пригласили известного артиста Владимира Машкова. Как оказалось, Машков в Казани никогда не был. И эта встреча как любовь с первого взгляда. Бесспорно, бесспорно. И не только любовь, еще и Мехабет, вы не забывайте. Поэтому, вы знаете, этот город пропитан любовью. И видно, как вы бережно относитесь в Казани. И, вы знаете, сегодня то, что мы, говорю, ночью приехали, еще шла здесь работа, и благодарность всем ребятам, рабочим, которые действительно на протяжении вот этой недели все это строили, досыпали, еще будут досыпать и строить. И мне кажется, видите, смотрите, сколько квадратных метров прекрасного места, где можно отдыхать и признаваться в любви. Для того, чтобы быть счастливым, не надо уезжать в Москву, в Петербург и за границу. Можно отлично, престижно и комфортно жить в своем городе. И здесь есть все для счастья. И культура, и быт. Народный артист России Михаил Турецкий раскрывает, казалось бы, простую истину. Лучший город на свете – это тот, в котором каждому комфортно жить. Где чтят народные традиции, где уважают старших, где слышен смех детей, где царят радость и спокойствие. Чтобы каждый мог почувствовать это единение со своим городом и родными людьми. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Праздник удался, слов нет, но мне бы очень хотелось, чтобы при всей его грандиозности и яркости, кроме песен и плясок, он стал бы поводом для серьезного разговора ученых, политиков, государственных деятелей о проблемах федеративных отношений, о месте Республики Татарстан в нынешней России и о ее дальнейшем пути. Прямо скажем, здесь наука в большом долгу перед народом. Сегодня нам всем нужно, если хотите, выработать современную методологию суверенитета Татарстана и довести ее до всех. А чтобы прийти детям в класс, нужно прежде всего самим четко помнить и понимать, почему суверенитет так важен для нас, как он исторически развивался и что нас ждет в будущем. Ринат Ахмедзянов встретился с экспертами, политиками, общественниками, политологами и журналистами, чтобы поговорить с ними об истинном значении великого для Татарстана исторического события. 27 лет минуло с той поры, как народ одной из бывших автономий бывшего СССР принял декларацию о государственном суверенитете. О том, что это значило для республики, помнит старшее поколение. Но картина события представляется расплывчатой. День республики, но это день нашего города. Нашей республики, день нашей республики. Что хорошо, что мы тут мирно, дружно, все русские, татары, все вместе живем, как говорится. Почему мы отмечаем 30 августа? Потому что это день принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. Этот день надо помнить, как вообще желательно помнить историю, чтобы извлекать из нее уроки. Накануне развала СССР две ее составные части, Россия и вслед за ней Татарстан, принимают свои декларации о суверенитете. Правом народов России на самоопределение воспользовались в ту пору около половины субъектов Федерации. И только Татарстану удалось наполнить это право реальным содержанием. Мы же, когда вели переговоры, поставили вопрос, что мы при любом исходе не уходим от России. Мы с ней, но мы в особых отношениях с ней, договорных отношениях. Вот наши полномочия, мы провозгласили независимость, наши права, все. Мы готовы отдать определенные права
Российской Федерации, с тем, чтобы работать вместе на определенном поле политики и с тем, чтобы иметь самостоятельность во многих отношениях своей внутренней жизни, в развитии языка, традиций и обычаев. Рафаэль Хакимов, один из участников переговоров, листает белую книгу Татарстана. Здесь главные документы, которые обозначили путь к суверенитету. Ну вот первое заявление, там совместное заявление, вот. Постановление такое было даже об акте государственной независимости. Мало кто помнит. Этот сборник долгое время был настольной книгой первого президента Татарстана. Это единственная книга, которую Шамиль всегда держал на столе. Ну, сама декларация необходимость была связана с тем, что автономия была зажата со сталинских времен, там прав практически не было, язык умирал, его как бы, давили. Реально все школы закрывали административным способом. В народе было такое возмущение всем этим прошлым. Оно копилось, и когда стало возможным высказать это все, это вылилось и в митинги, и в требования разного рода, и отсюда и декларация. То есть автономная республика стала просто республикой, и многие права, которые можно было взять, и полномочия, которые можно было на себя взвалить, республика взяла. От декларации к реальной самостоятельности. Федеральный центр и регион находят форму построения нового типа отношений. Суверенитет Татарстана был реализован через экономические права и обязанности, закрепленные двусторонним договором. Республика впервые в истории новой России добилась признания исторических, культурных, экономических, экологических своих особенностей. Когда договор 1994 года был подписан, Татарстан оказался, будем называть вещи своими именами, в привилегированном положении относительно других субъектов федерации. Да? Потому что заявление о международной правосубъектности дорогого стоило вообще-то. Точно так же, как фиксация в приложении к Большому договору в экономическом соглашении прав Татарстана на значительную часть собственности на территории республики. Пусть не все они потом, эти договоренности были выполнены, но тем не менее там было и много такого, что способствовало, так сказать, повышению статуса Республики Татарстан, предоставлению ей больше возможностей. Но это, мне кажется, было временной уступкой с расчетом на то, что потом можно будет все это отобрать. И это произошло в 2000-е годы. Если первые 2 года президент России еще упоминал слова федерация, федерализм, федеративное, то потом эти слова выпали из риторики высшего должностного лица России. Сейчас больше идет о державности, о православии и тому подобных вещах. К сожалению, в Российской Федерации, колебание маятника имеет очень большой такой шаг из жесткой централизации к повышенной децентрализации, к полной утрате управляемости, потом к новой жесткой централизации, которую мы наблюдаем. Но сейчас такое ощущение, что маятник из равновесия опять вышел. Все-таки страна нуждается в определенной управляемой децентрализации на принципах, которые в Конституции позволяют эластично это соблюсти. День Республики – национальный праздник, когда-то носивший гордое название Дня независимости, суверенитета Татарстана, сегодня не собирает на площадях десятки тысяч вдохновленных сторонников. Это скорее культурное мероприятие, одна из смутно памятных дат истории. Это я помню, был парад суверенитетов, все отделялись, непонятно от кого и чего. Я, насколько помню, там же спросили, дайте нам суверенитет, и Ельцин, по-моему, сказал, доберите сколько хотите. Что для вас День Республики именно? Вы знаете, я первый раз слышу о том, что вчера был День Республики. То есть анонсов никаких не было, где ни по телевидению, ни в газетах нигде не читал. День города знаю. А вы помните, что легло в основу того события? Да, конечно, договор, наверное, между Татарстаном и Россией. Или образование Татарской ССР, что-нибудь такое. Это тоже не то. Не та республика, к сожалению, праздник не тот.
его очень даже ошибочно или преднамеренно совместили с Днем города. Как будто нашли наши ученые, археологи, закрытый прорабом наряд о закладке первого камня под Казань 1000 лет тому назад. Это умышленно было сделано, видимо, чтобы народ забыл. Почему бы не праздновать этот праздник на площади Свободы, где наша свобода наша была завоевана? Я так настроен достаточно оптимистично. Молодое поколение, оно ведь выросло именно в те годы суверенитета, и в сознание это вошло. Это ощущается так, что у нас молодежь не закомплексована. Они гордятся за Татарстан, и это очень сильный фактор. И другой фактор – это экономика. Что до сих пор мы за события празднуем? Что это? День республики и День города Казань. А что это для вас? Для меня это праздник, в первую очередь, день, когда нужно праздновать, веселиться, вспоминать историю, вспоминать те прекрасные моменты, которые случились, которые еще могут случиться, и радоваться тому, что мы являемся жителями такого прекрасного города. Мы с Урала, но у нас тоже Урал, регион донор. Вот. Но у нас, конечно, это победнее, поскромнее все. Мне комфортно в Татарстане жить, поэтому я не задумываюсь, в какой степени мы суверенны. Ренат Ахмедзянов, Андрей Мохов, 7 дней. У суверенитета Татарстана есть и вполне осязаемые результаты. Он в каждой газовой плите, которая установлена в наших деревнях. Он в новых домах, которые выросли на месте трущоб. Он в предприятиях, которые обеспечивают достойный уровень жизни сотням тысяч татарстанцев. Он в спортивных залах и бассейнах, которые сегодня есть не только в столице, но и в многих районных центрах. Он в парках и скверах, в 30 действующих программах по развитию Татарстана. Продолжать можно до бесконечности. Суверенитет – это возможность самостоятельно решать многие проблемы жителей республики и при этом не быть нахлебником в родном государстве. Мы крупнейший регион-донор, а значит, большую часть доходов направляем в федеральный центр. Для понимания ситуации, сегодня в России насчитывается 85 субъектов федерации. Из них только немногие являются донорами. Москва и Московская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская, Тюменская, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. За последние 10 лет только Калужская область могла войти в этот клуб доноров. Остальные регионы получают дотации и выживают исключительно за счет федерального бюджета. То, что экономика Татарстана сформировалась как экономика региона-лидера именно в период суверенитета, факт неоспоримый. Прекрасный пример – наша нефтяная промышленность. Мы сохранили Татнефть как национальную компанию, и это было очень непросто. Опыт соседей Башкирии здесь весьма показательный пример. Во времена СССР из Татарстана выкачали миллиарды тонн нефти. А что мы получили взамен, кроме отравленных полей юго-востока республики и серых городов? Да практически ничего. А посмотрите, к примеру, на сегодняшний Альметьевск с его красивыми улицами и золотыми пляжами, парками и скверами. Красивый, удобный для жизни город. Тимур Бекмурзин только что вернулся из Альметьевска с Дня нефтяника. Нефтяная качалка. Неизменный и наиболее известный атрибут любого сюжета про нефть. Своего рода символ. Причем настолько примелькавшийся, что если судить о нефтяной промышленности исключительно по репортажам журналистов, наверное, может сложиться впечатление, что все делает этот механизм. А от человека всего-то требуется следить за ним, менять детали и так далее. Скажи такое, я кому-нибудь из этих ребят поднимут насмех. Это все равно, что судить о красоте ковра по выдернутой из него нити, говорит мне Максим Мальковский. Нефтяники – это десятки, если не сотни профессий. Это и те, кто занимается геологоразведкой, и буровики, ремонтники, энергетики, водители. Сам Максим, можно сказать, потомственный нефтяник. У него и дед, и отец работали в этой профессии. Его специальность – подземный ремонт скважин. Можно сказать, героические люди. Каждый день ставят перед нами новые задачи, новые проблемы. Необходимо в первую очередь не бояться работы. У нефтяников, конечно, есть свой профессиональный сленг. Вот этот производственный объект называется куст бурения. Прежде чем здесь будут смонтированы качалки, которые будут добывать нефть, пройдет по меньшей мере месяц. 20 суток уйдет на бурение скважины глубиной 1792 метра. Еще 10 суток на обустройство этого объекта. Все это время люди здесь находятся практически круглосуточно. Здесь каждая скважина, у нее свое, надо что-то там
сложности какие-то возникают разные, что-то решать надо каждый раз. То есть это такая творческая профессия? Ну, можно сказать, что да, творческая. Работа хоть и творческая, но совершенно точно физически затратная. Что у боровиков, что у подземников. То есть у тех, кто занимается подземным ремонтом скважин. Но скоро и на их улице будет праздник. Вернее, новые технологии, которые уже внедряются в Татнефти, заметно модернизируют и облегчат весь процесс бурения. Это установка для горизонтального бурения скважин. Видите, как все просто? Вот эта махина, которая имеет тяговое усилие в 250 тонн, управляется таким вот джойстиком. А бурильщик – это, по сути, оператор в кресле, который управляет процессом. Такая установка позволит не только избежать аварий, но и сократить срок бурения с 20 до 8 суток. Это обывательское представление, что нефть с качалки напрямую поступает потребителю по трубопроводу. На самом деле, вначале она идет на групповую замерную установку, затем на дожимную насосную станцию. Здесь она аккумулируется, нефть отделяется от сопутствующего газа и затем уже поступает на товарные парки. Всем этим сложным процессом по добыче нефти и газа заправляют вот эти молодые люди. Но им вполне можно доверять, потому что это профессионалы. Шамилю Газизову 24 года, он родом из Туймазов, что в Башкортостане. Говорит, о профессии нефтяника мечтал с 9 класса. С 18 лет работает на буровых. С отличием закончил техникум, заочно учится в Тюменском нефтяном институте. Очень престижная профессия. Благодаря ней у нас машины ездят, самолеты летают, лекарства изготавливаются, все научные исследования производятся на денежные средства, которые за счет добычи нефти. Молодое поколение нефтяников – это сегодня повод для гордости в Татнефти. Прилежны в работе, не просто досконально знают свое дело, но и не останавливаются на достигнутом, продолжают учиться и самосовершенствоваться. В подразделении, где работает Шамиль Газизов, 70% ребят или с высшим образованием, или учатся в институте. Средний возраст 32 года. Во многих случаях этого не требуется, достаточно навыков и знаний, приобретенных в техникуме. Но это уже правило для нефтяников, которые, к слову, в Альметьевске перенимают и другие предприятия, в том числе и смежных отраслей. Весьма символично, что визит Рустама Минниханова в нефтяную столицу начался с посещения учебно-лабораторного комплекса колледжа будущего Татарстана на базе завода «Алнас». Вся ретроспектива нефтяной отрасли Татарстана в ярких красках была представлена на главной городской площади Альметьевска. История зарождения, становления и развития от времен Волжской Булгарии до современных будней Татнефти. Ну и, конечно, как не вспомнить период зарождения большой нефти Татарстана в тяжелое время Великой Отечественной войны. Оттого всегда на таких праздниках первые слова благодарности ветеранам отрасли. В этот день мы говорим слова особой признательности и уважения ветеранам отрасли. Опираясь на ваш богатый опыт, используя потенциал молодежи и отраслевые инновации, нефтегазовый комплекс Татарстана будет развиваться и процветать. Я прошу ветеранам отдельные аплодисменты. Больше 3 миллиардов тонн нефти, выкачанных из подземных кладовых сначала Советской Татарии, затем Республики Татарстан, пошли, конечно, на благие цели. На них восстанавливали страну в послевоенное время, строили социалистическое хозяйство. Но по большому счету только сейчас, последние годы, мы в Татарстане добились, чтобы нефть реально работала на нужды тех, кто ее добывает. Альметьевск за это время изменился просто кардинально, превратившись в один из самых благоустроенных городов России. В день визита Рустама Минниханова президенту показали уникальную детскую игровую площадку на каскаде прудов и многое другое. А это, можно сказать, одна из кульминаций праздника. Конкурс профессионального мастерства нефтяников, или как его здесь называют, нефтяная олимпиада. 9 команд-участниц, 9 НГДУ, азарт, бескомпромиссная борьба и тысячи зрителей на трибунах. Потому что это праздник не только Альметьевска и Татнефти. Это общий для Татарстана праздник. Праздник, да. Наверное, потому что все непосредственно заняты в этом деле, поэтому они так от души отдыхают в этот день. Самый волнительный момент праздника. Высшей награды республики, ордена за заслуги перед Республикой Татарстан, удостоен весь трудовой коллектив Татнефти.
Впервые в истории Татарстана такую награду получает не частное лицо, а целое предприятие. Поэтому для вручения ордена на сцену приглашают легендарных для Татнефти людей. Орден получают генеральный директор публичного акционерного общества «Татнефть» Наиль Ульфатович Маганов. Это труженики, которые честно и добросовестно каждый день делают свое дело. Уходят с утра на работу, вечером приходят и работают. У нас работа круглые сутки. 365 дней в году без выходных. Вот все, что мы хотели показать. Какой он человек труда, чем он занимается. И мы хотели сказать этим людям большое спасибо. Мы все одна команда. Мы живем в нашей стране. Мы живем в нашей республике. Мы живем в этом краю. И ребята все честные, добросовестно. Каждый делает то дело, которое мы поручили. И вот все эти объекты, то, что вам нравится, еще раз говорю, я очень рад, что это так, но это совместный труд. Тимур Бекмурзин и Хамид Шамсеев. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Сказали, что я незаконно проникла на территорию учебного учреждения. Почему Раифское спецучилище стало неприступной крепостью для журналистов? И что нам с этим делать? Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля. Среди награжденных 44 человека. Позже, во вторник, Рустам Минниханов принял участие в заседании Всероссийской конференции «Блокчейн. Новая нефть России». Мероприятие прошло в Иннополисе. В среду Рустам Минниханов в Доме правительства встретился с представителями спортивных федераций, тренерами и призерами 27-го чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта, призерами 29-й летней универсиады, победителями чемпионата мира по борьбе на поясах и призерами 23-х Сурдлимпийских летних игр. Президент вручил государственные награды Республики Татарстан за заслуги в развитии физической культуры и спорта, вклад в победу на международных соревнованиях. Татарстанские спортсмены – это целеустремленные и амбициозные молодые люди, достойно представляющие республику и страну в целом на международных соревнованиях, сказал Рустам Минниханов. В пятницу, в День знаний, в 36-м микрорайоне Набережных Челнов Рустам Минниханов открыл новую школу. 41-я школа имеет 2 бассейна. В школе 2 спортивных зала. В одном из них расположат скалодром. На прилегающей территории спортивная зона с футбольным полем. Оборудован концертный зал на 500 мест. Позже Рустам Минниханов принял участие в открытии новой многопрофильной полилингвальной гимназии в Советском районе Казани. Школа рассчитана на 1220 учащихся. В этот же день премьер-министр Татарстана поздравил учеников новой казанской школы номер 181 с началом учебного года. Алексей Песошин вручил представителю школы сертификат на 100 тысяч рублей. Подарок от республики на новоселье. А теперь от приятных тем к суровым будням. Без них даже в эту праздничную неделю никак. Некрасивая история приключилась с нашей коллегой, журналистом интернет-газеты «Реальное время» Дарьей Турцевой. Я всегда говорил, профессия журналиста, репортера не только интересная и богатая разнообразным общением, но и зачастую сопряжена с определенным риском. В нашем случае ситуация изначально никак не предполагала такого сценария развития. Журналист приехала в Раифское спецучилище, чтобы рассказать о том, как здесь готовиться к началу учебного года. Естественно, все было заранее согласовано. Но неожиданно ситуация изменилась. Вот цитата из материала, размещенного на сайте газеты «Реальное время». Руководство учреждения, с которым визит журналиста был согласован, обвинило Дарью Турцеву в незаконном проникновении на объект, хулиганстве и на протяжении 3 часов удерживало в помещении. Директор Раифского спецучилища Надежда Кисиль уверяет, что на нее возводят напраслину. Так на чьей стороне правда? Давайте разберемся. Мы хотели сделать хороший, позитивный материал о том, как трудных подростков перевоспитывают, как им дают новую путевку в жизни. Дарья Турцева – известный в Татарстане журналист. Долгое время была моей коллегой по телевизионному цеху. Сейчас корреспондент «Реального времени», газеты, которая входит в топ-3 самых цитируемых СМИ Татарстана. Даша рассказывает, что ей позвонили из училища, предложили сделать репортаж о подготовке к 1 сентября. Редактор сказал, тема интересная, дал добро. Меня встретила сотрудница, с которой мы договаривались, которая согласовывала мой визит на остановке. И мы приехали с ней в училище,
Пришли на КПП, там записали мои паспортные данные, удостоверение, выписали пропуск. Даша отмечает, программа была составлена сотрудниками училища. Ее сопровождали по точкам. На плацу репетировали танец. Потом она пообщалась с несколькими воспитанниками. Об интервью она договаривалась заранее. Сотрудница, которая меня сопровождала, позвонили и пригласили в кабинет к директору. Я думала, что это интервью. Мне сотрудница еще так предупреждала, что когда я сказала, что мы приедем, она сказала, что согласовала интервью с директором, и она очень удивилась, что директор согласилась дать интервью, потому что она, говорит, обычно не дает интервью. По пути в редакцию Дарья отмечает, когда она зашла в кабинет к директору, то увидела, что идет педсовет. Сказала, что подождет окончания в коридоре, но была удивлена. Ее посадили за стол. А дальше, говорит Дарья, произошло то, что не поддается логическому объяснению. А вот цитата из материала, опубликованного на сайте. Директор обрушилась с криками на своих подчиненных. Первой досталась Диане Зайнутдиновой, которая меня сопровождала. Что именно сотрудница сделала не так, из бесконечно надрывного крика понять было трудно. Я просто молча сидела и наблюдала. Потом очередь дошла и до меня. Сказали, что я незаконно проникла на территорию учебного учреждения, как будто бы я перелезла вот через эти огромные заборы. Но это видео я записывала в тот момент, когда мне сказали, что я хулиганка, что я нарушила закон, что я незаконно пробралась на эту территорию. И директор вызвала начальника службы безопасности, который должен был меня охранять, чтобы я никуда не ушла. И вновь цитата из материала. «Если бы я, как привыкла властный директор видеть и слышать от своих воспитанников и подчиненных, опустила глаза в пол и робко извинилась, то продолжения, наверное, не было бы. Но извиняться мне было не за что». Как только стало известно об инциденте, в спецучилище сразу выехал юрисконсульт газеты и корреспондент Мария Горожанинова. Она должна была осветить это событие. Наш сотрудник оказался в непростой ситуации. В частности, он оказался на территории закрытого учреждения и не мог оттуда выбраться, потому что ему не подписывали пропуск, как оказалось позднее. Нас встретила, женщина не представилась, но, насколько я предположила, это, скорее всего, директор. Сразу же начала спрашивать, где руководитель, кто вы такие. Ей приходилось несколько раз повторять, потому что она была очень нервная, на взводе и переспрашивала постоянно. В итоге юрисконсульта она в кабинет запустила, меня запускать отказалась. Директор предъявлял претензии по факту того, что проводилась съемка, якобы не согласованная. Также были предъявлены претензии по качеству, скажем так, работы корреспондента. Тем не менее, мы считаем данные претензии несколько необоснованными, поскольку данный визит был согласован с дирекцией, существует подтверждающая переписка. Необходимо разобраться, наверное, все-таки, что произошло. Почему так? Потому что мы не какая-то, газета, желтая пресса, которая подчерняет всех вокруг. Мы ехали делать совершенно позитивный репортаж. В конфликтной ситуации, как известно, две стороны. 1 сентября в 10:30 утра мы подъехали к КПП Раивского спецучилища для того, чтобы записать интервью с директором. В течение 2 дней мы договаривались с директором училища об интервью. По ее просьбе мы написали и запрос в Министерство образования страны. Но приехав 1 сентября на линейку, перед нами закрыли ворота. А в Министерстве образования страны нам сообщили, что ведомство открыто и не препятствует работе журналистов. Но так как учебное заведение закрытого типа, когда нас принять, принимает решение лично директор. Надежда Петровна в телефонном разговоре сказала, что ей разрешили дать лишь письменный ответ. И сделать она это может только в понедельник. Хотя она прекрасно знает, что программа «7 дней» на всю республику выходит в воскресенье. Мы сделали все возможное, чтобы предоставить ей слово в нашем сюжете. Никогда такого не было, что вот через департамент Москвы, через запросы мы к вам попадали. Но не было же никогда. Ну, случай первый раз. Да, год работы, первый раз такая. Первый раз такое, заверяет нас служба безопасности спецучилища. Отмечу еще один момент. До линейки в телефонном разговоре Надежда Кисель отметила, пустить не может. Письменного разрешения из Москвы на тот момент не было. В министерство мы отправили запрос накануне. Пришло подтверждение о прочтении. Мы решили подождать. Признаюсь честно, сначала ненароком подумали, что что-то не так на территории, раз не пускают.
С колокольни Раивского монастыря открывается прекрасный вид. Училище как на ладони. Здесь и ухоженный плац, и красивые здания. Линейка закончилась. Возвращаемся к КПП. Ничего нового. У нас так же. Какое решение? Да, то есть Фальковская, есть такая у нее начальник управления Минобразования России. То есть решение, говорит, мы не давали. А Надежда Петровна сказала, и у нее возможно будет только на той неделе с вами встретиться для интервью. Раивское спецучилище стало для нас неприступной крепостью. Но мы хотели ведь только одного – отразить в сюжете позицию второй стороны инцидента – выслушать директора. Пока мы находились у КПП, появилась еще информация от службы безопасности. Департамент не против, чтобы был разговор, но не на территории. Мы готовы вот вообще здесь, хоть... Она говорит, я могу только освобожусь в начале следующей недели, потому что она сейчас, у нее график идет. Сейчас встреча с родителями идет. Стоит отдать должное директору. После обеда позвонила, сообщила, что решение принято. Она готова дать интервью в начале следующей недели. Звучали там такие слова, что это все ложь, это все неправда, все было не так, там и так далее. То есть ситуация неоднозначная, в ней так или иначе надо разбираться. Рима Ратникова, председатель Союза журналистов Татарстана, отмечает, лично переговорила с директором училища, а также с начальником отдела полиции Осинова и с представителями прокуратуры, которые восприняли публикацию в реальном времени как открытое обращение. То, что произошло, это информационный спор, говорит Рима Ратникова. Здесь я вижу ущемление прав журналистов. Значит, если обвиняют Дарью Турцеву в том, что она незаконно проникла на специализированный объект, на объект, который охраняется, то этого никто не подтверждает. Действительно, у нее был пропуск. Рима Атласовна отмечает еще один момент. Если действительно так, что это надо еще тоже доказывать, что, значит, ей говорили, журналисту, что ну-ка предъяви, давай, что ты там наснимала, давай на компьютере посмотрим, и мы сейчас то, что там, значит, что-то тебе разрешим, что-то не разрешим. Это тоже я усматриваю, что здесь есть нарушение, значит, закона, попытка предварительной цензуры, которая отменена на территории Российской Федерации. Ну и то, что журналиста не отпускали, не знаю, можно ли назвать это удержанием, не отпускали с объекта, вызывали полицию. Здесь тоже, конечно, усматриваются признаки, значит, воспрепятствования законной журналистской деятельности. Рима Ратникова отмечает, Раивское спецучилище – это учреждение, где содержатся несовершеннолетние ребята, которые приступили закон. У них так же, как и у журналистов, есть свои права, и директор является законным представителем государства. Она представляет интересы этих ребят, и здесь должно быть по закону абсолютно все выверено. Обе стороны, как я поняла, готовы обращаться в суд. А мне бы очень этого не хотелось. Я бы вот предложила разобрать эту ситуацию, разложить ее и урегулировать на площадке коллегии по жалобам на прессу, которая у нас вот уже второй год существует. Сергей Темляков, Роман Безменов. 7 дней. А теперь настало время познакомить вас с нашей многодетной семьей. Канал ТНВ и программа «7 дней» приглашают вас на этой неделе отправиться в Лаишевский район, в село Усады, где живет дружная семья Валиевых. Мы, в свою очередь, пригласили Валиевых на традиционную экскурсию по Казани, отдохнуть и полезно провести время с ТНВ и нашими спонсорами, за что им отдельное спасибо. Смотрим, как это было. В семье Валиевых, как и в любой другой многодетной семье, оживление. Сколько же у вас детишек? Откуда они все выползают? Дело не только в присутствии съемочной группы. День знаний, Курбан-Байрам, да еще день рождения Артема. Праздничный пирог готов, пора к столу. Не обращать внимания, у нас сегодня еще полгода в семье, поэтому отойти от стола они еще не могут. Да-да, мы не ослышались. В семье прибавление. 2 младших в стадии адаптации после детдома и оба с особенностями в развитии. За время обретения семьи Фирдус прибавил столько, что стал ходить вопреки прогнозам медиков. Артем произносит слова, и главное из них – мама. Мне сказал, что посмотри, там 2 детей маленьких есть, именно слабеньких такие. Говорит, не хочешь их взять? Я говорю, не знаю, пойду посмотрю. Вот это было спонтанно. Мне кажется, я справляюсь с тем, что именно слабые дети для меня это вот моя стихия. Еще в роддоме после рождения первой дочери Алсу чуть было не забрала отказного ребенка. Врач отговорил. Когда я была в роддоме, у нас такой, наверное, в маленьком городке единственный случай, когда мама отказалась от ребенка.
Я подошла тогда к врачу и говорю, я хочу этого ребенка забрать. А он мне говорил, у тебя у самой еще много детей будет, мол, успеешь. И все, на этом как-то все заглохло. Алсу вместе с мужем, работавшим горняком в шахте, и 18-летней дочерью Венерой приехали в Казань из далекой Инты. Здесь у них появился второй ребенок Искандер. Построили дом, а дальше в доме стали появляться дети, один за другим. И был год семьи в 2008 году, который, наверное, дал и толчок всему, то, что у нас сейчас есть. Мы как-то решили, что можем дать кому-то любовь, доброту свою, кров, семейный очаг любому ребенку, которого мы хотели бы взять. И вот в нашей семье появился Федя, самый первый. И сегодня в семье Валиевых 8 детишек, включая внука Камаля. Мужа не стало. Детей Алсу растит одна. Помогает старшая дочь. Ни от кого не ждет помощи. Привыкла решать проблемы самостоятельно. Собираюсь в понедельник взять кредит, 500 000 попробовать сделать крышу и увеличить площадь, чтобы у детей еще маленьких, потому что они появились, тоже надо отдельную комнату, потому что у нас Яна, особенно ребенок, тоже инвалид. Вон там камера. Почувствуйте себя матерью-героиней. Матерью-героиней нет, но мамой, да. Солнышко в тебе смеется, мама, без ума тебя люблю я, мама, и тебя боготворю я, мама. Семья Валиевых очень творческая и активная. Федя – лауреат многих конкурсов Лаишевского района. Яна рисует, Диана – звезда во всем, лучистая и жизнерадостная. Тимур спокойный, но уверенный в себе. Мы в этом году решили выступить в Начкабиле в республиканском конкурсе. Вот он у нас как ведущий получается, потому что мы знаем, что он вытянет всех нас. В эти выходные у семьи день расписан по минутам. Нужно успеть все. И побывать на смотровой площадке центра семьи Казань, покататься на аттракционах аквапарка, посмотреть на красавицу Казань с высоты птичьего полета из кабины колеса обозрения. И побывать в знаменитой Старо-Татарской Слободе вместе со съемочной группой телекомпании «Новый век». Ренат Ахмедзянов, Андрей Мохов. 7 дней. Ну а закончить нашу программу мы хотели бы на праздничной ноте. Так уж получилось, что эта неделя нам дала для этого много поводов. День Республики, День знаний и, конечно, Курбан-Байрам, который в этом году отметили 1 сентября. Муфти Татарстана Камиль Хазрят Самигуллин в своем поздравлении верующим отметил: Курбан – это священная заповедь Аллаха, которая олицетворяет собой проявление высшей покорности, набожности и богобоязненности. Не мясо и не жертвенное животное достигнет Всевышнего, а наша благодарность за Его милость и нескончаемое благо, которое Он дарит для нас. Таким образом, ежегодное приношение в жертву животных – это символическое выражение готовности жертвовать всем своим имуществом ради поклонения и подчинения велениям Всевышнего Аллаха. Конец цитаты. Главные торжества в этом году в Казани прошли в Галеевской мечети. Наш телеканал вел прямую трансляцию. В то же время наш корреспондент Сергей Темляков поехал в татарскую деревню Каратмень, что в Зеленодольском районе. Мы в деревне Каратмень, что в Зеленодольском районе. 1 сентября, на часах 5 утра. На праздничную молитву собрались главы семей и сыновья, все мужское население, жители из 82 домов. Ну, мы готовим треугольники, или можно еще и блины можно приготовить, если к чему-то не успеваешь. А когда уже мужья и сыновья возвращаются с мечети, мы уже их встречаем. С самого утра на ногах и прекрасная половина села. Ильтиля говорит, когда мужчины возвращаются с мечети, в доме обязательно должен быть запах свежей выпечки. Главное праздничное блюдо – шурпу начнем готовить после 6 утра, отмечает хозяйка. Пока еще только вода. Пока еще вода, потом мы положим лук, морковь, и сразу уже, когда они прибегают, мы быстро режем, готовим,
и уже начинаем раздавать. Быстро режут, конечно же, мясо барашка. В этом году в каждом втором доме в деревне совершают жертвоприношение. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. В деревне нет специального цеха. Каждый режет барана по старинке, у себя во дворе. Мы уже давно занимаемся овцеводством. С рождения помню, как мать держала. И каждый год специально готовим для Курбан-байрама овец. Что это специально? Мы их уже не пасем. Если летнее время подходит на Курбан-байрам, специально кормим. Ахтям Ибрагимов говорит, что соблюдает традиции каждый год. Сегодня у него хоть и праздничный, но довольно непростой день. Сначала нужно разделать барашка для семьи, потом приступить к заказам. Скоро должны приехать верующие из Казани и Зеленодольска. У него заказ на 28 баранов. В клиентах недостатка нету. Барашек дешевле, чем верблюд, говорят, да? Да. Ну, у нас цена, начиная от 5 до 8 тысяч, смотря каким живым весом. Мы уж больно так не стараемся выгодать, чтобы делать от них. А вот и первый кусок мяса, из которого и будут варить шурпу. Мы решили зарезать теленка, потому что мы хотим это от имени всех наших, 7 предков наших. К соседу Ахтяму уже приехали гости. Таскира Хусаинова с супругом из Казани. Принести в жертву вот такого теленка стоит 50 тысяч рублей. В нашей деревне уже 250 лет примерно. Вот ежегодно у нас вот этот праздник Курбан-байрам так хорошо проводят. Это же святой праздник. Пока готовится шурпа и горожане приезжают за мясом, мы решили расспросить о традициях главу большеякинского сельского поселения Фираю Файзулину. Чем же празднование Курбан-байрама на селе отличается от городского? Этот праздник длится 3 дня, но в основном местные жители в один день празднуют. Уже заканчивают в один день. Вот сейчас вот вы увидите, уже готовится шурпа, и сразу прямо вдогонку они раздают. Кто первый вот раздаст, говорят, что у них и здоровье побольше прибавится, и благополучие. Поэтому все стараются, кто вот быстрее режет барана и раздаст суп. Это вот очень интересно. Сейчас начнется вот эта процедура. Надо посмотреть, увидеть надо вот это. В деревне всего 2 улицы, и в каждом доме накрыт праздничный стол. Все ходят друг к другу в гости. Вот все наши родственники эти, тесть, тещи на той стороне, они тоже режут. Сами сейчас туда пойдем в гости. Сегодня такой день в гости ходить, работать не нравится. О том, что Курбан-байрам надо отмечать именно так, по добрым традициям, в интервью нам говорил муфтий Татарстана. Самое главное, чего сейчас не хватает, это укрепление родственных связей. Вот эти соцсети, они хоть и есть телефон, мы иногда обманываемся, начинаем переписываться, но нет тех добрых посиделок, добрых взаимоотношений, хорошего чаепития. То есть, когда человек смотрит глаза в глаза, потому что мы знаем, от сердца к сердцу всегда есть путь. Очень важно посетить по возможности своих рук. Поэтому праздник не один день, а целых 3 дня. Можно в первый день зарезать свое животное, а потом с этим мясом позвать гостей или же навестить этих гостей. Все очень важно. Я бы советовал именно укрепить все свои родственные связи. В Казани в этом году главная праздничная молитва состоялась в Галеевской мечети. Среди гостей президент Татарстана Рустам Минниханов. Наш телеканал вел прямую трансляцию с праздничного мероприятия. Нынче и по районам, и по Казани у нас есть нуждающиеся, есть программы. И мы собрали адреса нуждающихся. Также у нас очень много писем от различных организаций, как общество слепых, общество инвалидов. Мансур Хазрат отмечает, в городах Татарстана раздали 3 тонны мяса. Это 2250 барашков и 50 коров. Этот курбан от прошлогоднего отличается лишь одной деталью. В жертву в Татарстане не принесли ни одного верблюда. Если мы барашков привозим с Волгоградской области, например, то есть в Татарстане очень тяжело, Оренбургская и Волгоградская область в основном бараны. Привозим, если барашков с Волгоградской, то там 1500 километров. Водитель
машина берет от 100 до 150 рублей за километр. Поэтому цена очень хорошая выходит, то есть дорожает. А верблюда везти там, допустим, в самой ближайшей Средней Азии, это станет... Ой-ой-ой. Сергей Темляков, Роман Безменов. 7 дней. Как считают знатоки ислама, курбан в переводе с арабского означает изначально приближение, возвышение к Всевышнему. И, что очень важно, символизирует отказ от любых форм проявления насилия к ближнему. Верующий может пожертвовать всем во имя Аллаха, но только не жизнью другого человека. Такой великий гуманистический смысл заложен в этом празднике. На этом у нас все. Баразгада ин изгителяклер. Исянных саулык теляп халабыз. Самые наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней в студии Лейлы Латыпова. Предстоящая неделя будет дождливой и прохладной. Осень вступает в свои права. На северо-востоке в понедельник дожди плюс 16, во вторник ясно, днем до 12 градусов. В среду снова дождь, в четверг без осадков, температура повысится до плюс 16. Выходные обещают быть теплыми и солнечными до 21 градуса. На юго-востоке первая половина недели будет облачной и дождливой. Дневные температуры опустятся до плюс 12, а ночные всего плюс 6. В четверг температуры начнут повышаться. В воскресенье ожидается 20 градусов тепла и солнечная погода. В центральных районах Татарстана в понедельник и во вторник дожди, плюс 17. В среду без осадков и 14 градусов тепла. К пятнице до плюс 16. В воскресенье также без осадков и 22 градуса выше нуля. На юго-западе Татарстана в понедельник плюс 18, дождь. Во вторник температура понизится до плюс 14. В среду осадки прекратятся и 16 градусов тепла. К пятнице до плюс 17. В воскресенье облачная погода с прояснениями. Возможен дождь, но будет тепло, 22 градуса. На северо-западе в Казани в понедельник пасмурно, плюс 17. Во вторник дождь и 13 градусов тепла. В среду переменная облачность до 15 градусов. В четверг и в пятницу плюс 16. В воскресенье переменная облачность и возможен дождь. Температура повысится до 22 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания.